Разнообразие палитры цветов, аромат благоухающий с лепестков роз и растущие под жарким солнцем самые разные цветы – дело рук Елены Косеянчук. Все это богатство она вырастила сама, причем за год. Одних только роз здесь насчитывается до 30 сортов. Вот эта роза – это айс. Айс-лебедь. Она как такая своеобразная, на солнце немного выгорает, но вот поначалу, вот когда температура более-менее комфортная, она вот серединочка розовая, а остальное все белое. Есть бордюрки, есть чайные, есть английские розы, которые вот в конце там. Английские вообще прекрасные розы. Вот сам сорт, ихние можем посмотреть? Гибриды, да, ихние гибриды. Вот это к ним относится. Даже несмотря на жару, они цветут все лето. И вот это розовая. Розовая, вон ее видно. Вот это английские сорта роз. Уютно с розами соседствуют многолетние хризантемы, астра, кориопсис, гибискусы, хоста, барбарис и гвоздики. Из однолетних можно наблюдать цветение лаватера, амарана, петуньи. Растут тут и бархатцы, и гребешки, и цветы, которые называют райское дерево. Я раньше работала все время, даже здесь, в Ингушетии, это в питомнике в Далаковском. Но там мы больше упор делали не только на розы, а на туи, на можжевельники. Вообще-то, там, где я раньше жила, я работала постоянно озеленителем и ландшафтным дизайнером. Это в Донецке, да? Да, это с самой молодости моей я занималась цветами. Второй тур конкурса стартовал 28 июля и продлится до 28 августа. Новость о том, что в Ингушетии будет проводиться фестиваль цветов, она услышала в эфире национального ТВ еще в прошлом году. Была запись, что глава выступал и говорил, вот хотелось бы сделать упор на разведение цветов в республике, вот роз бы побольше, то и сё. И вот мы как раз переехали сюда в это время, год назад, чуть больше вот этого года. И так как я этим не занималась раньше, я решила на своем участке тоже продолжить, так сказать, свою работу. А когда услышали, что объявили уже, это было официальное объявление, вот, не помню, на сайте Минсельхоза, еще где-то там, что будет фестиваль цветов, то мы собрали документы и подали. В случае победы в фестивале цветов Елена планирует выращивать растения в тепличных условиях, но уже масштабнее. Тамара Хашагульгова, Адам Мережков, Джамалек Султыгов, Новости 24.